Александр Сергеевич, здравствуйте. Сегодня прошло заседание правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям. Об основных решениях, принятых на заседании. Сегодня у нас здесь из Якутска министр по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации, генерал армии Евгений Николаевич Зиничев проводил заседание правительственной комиссии Российской Федерации по борьбе с чрезвычайными ситуациями. В том числе первым вопросом был рассмотрен вопрос по борьбе с лесными пожарами на территории Российской Федерации. Конечно же, в первую очередь по Республике Саха-Якутия. И в результате рассмотрения вопроса по представлению Рослесхоза, при поддержке глав Республики Саха-Якутия и Иркутской области, Зиничев Евгений Николаевич принял решение ввести режим межрегиональной ЧС в лесах, межрегиональной на территории Республики Саха-Якутия и Иркутской области. Это дает сегодня возможность более свободного маневрирования силами Федерального резерва и дает более оперативное решение вопросов федерального финансирования борьбы с лесными пожарами. Вместе с тем хочу сказать, что уже где-то более недели мы и живем в таком режиме, когда практически вся федеральная группировка, Федеральный резерв по лесоохране уже переброшен или перебрасывается на территорию республики. И в последние дни уже по прямому поручению президента на территорию Якутии перебрасывается значительная уже группа сил Министерства по чрезвычайным ситуациям. Так, уже 200 спасателей находятся на территории республики. Прибыло еще дополнительно 2 самолета Би-200 сегодня в Мирной. И сегодня уже на территории республики, уже вот сейчас из Нерюнгри взлетели, это вертолет Ми-26 из Хабаровского авиаотряда, который сюда идет, и Ми-8, который идет сюда с Амурской области, которые, конечно же, нам нужны тоже для борьбы с лесными пожарами. В целом, я считаю, что это решение позволяет нам, еще раз говорю, более уверенно смотреть на будущее уже с точки зрения, в том числе, финансового обеспечения борьбы с лесными пожарами. Ну и исходя из этого, какова сегодня общая лесопожарная обстановка у нас в республике? Лесопожарная ситуация со вчерашнего дня существенно не изменилась. Вместе с тем острота ситуации по ряду населенных пунктов, которые вчера у нас присутствовала, несколько спала. Вместе с тем мы по всем 14 населенным пунктам, о которых мы и вчера говорили, сохраняем режим уже полной такой боевой готовности, работы, укрепляем силами дополнительными Министерства чрезвычайных ситуаций, которые к нам в Якутск тоже начинают прибывать. Так, сегодня группа 26 специализированных формирований МЧС, она была направлена и уже прибыла на Идейский пожар в Хангаласском области. Сейчас буквально уже через несколько часов мы надеемся приземлятся самолеты, которые будут уже из Мирного сюда привозить силы МЧС, которые будут дополнительно направлены на пожары в Намском районе, в Горном районе и на Усть-Алданские пожары. Вот пока такие основные направления. Вместе с тем, там, где обстановка будет требовать дополнительного еще реагирования, у нас сейчас здесь в республике должна быть создана в течение ближайших часов специальная оперативная группа сил лесопожарных из Хабаровского и Приморского края, которые тоже, мы надеемся, в ближайшие часы уже смогут вылететь и к завтрашнему утру уже здесь появиться у нас в республике. Это тоже группировка 75 человек, которая будет использоваться как оперативный резерв для тушения вновь возникающих пожаров. К сожалению, в последние дни у нас есть их увеличение именно по заречным районам, и мы видим, что там нужна оперативная группа для тушения этих пожаров. Ну и в целом могу сказать, что для координации работ по тушению пожаров лесных сейчас решением министра по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации здесь координация работы по этим направлениям будет уже закреплена за МЧС России, конкретно за главным управлением. Ну и координацию будут проводить руководители МЧС. Вот сейчас Евгений Николаевич Зиничев сам здесь находится. После его отъезда один из его первых заместителей тоже, как сегодня было объявлено, останется на территории республики на несколько дней, чтобы полностью уже довести ситуацию до нормализации. Спасибо большое. Это был брифинг главы Якутии Айсона Николаева по лесным пожарам. Ну а мы переходим к выпуску новостей, и вот его главные темы. Аэропорты в Якутии, где из-за смога не могут вылететь самолеты, продолжат работать круглосуточно. Паромы вернулись к движению по реке. Продолжает расти число новых заражений коронавирусом, ежедневно выявляемых в Якутии. С понедельника не прошедших вакцинацию